эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Еще одному жителю Якутии присвоено звание Героя Российской Федерации. Игорь Юргин из Алданского района стал пятым якутянином, удостоенным высшей награды страны за время СВО. Каждое послание – это взгляд в будущее. Якутия работает над достижением стратегических целей, поставленных президентом. Стройка на века. В новом аэропорту Мирного внедрили уникальную технологию для устойчивости зданий. Доступные новые преимущества. В республиканской больнице номер 2 появилось высокотехнологичное оборудование. Лучшие кикбоксеры Дальнего Востока собрались в Якутске на чемпионате. Соревнования пройдут с 1 по 3 марта. Глава республики объявила о присвоении почетного звания Героя России еще одному якутянину, майору Игорю Юргину. Обладатель звезды Героя – уроженец поселка Нижний Куранах Алданского района. Юргин с первых дней СВО находится в зоне боевых действий. Он выполняет все поставленные задачи, показывает истинный пример настоящего патриотизма и бесконечной любви к родине, отметил Айсен Николаев. Кроме того, за время боевых действий Игорь Юргин награжден 2 орденами мужества и медалью за отвагу. Каждое послание – это взгляд в будущее. С этой фразы Владимир Путин открыл послание Федеральному собранию России. В своем выступлении президент обозначил не просто план развития страны на ближайшие 6 лет, но и учел прямые пожелания граждан России. Большая часть послания посвящена развитию социальной сферы экономики. Так, в стране появятся новые нацпроекты «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная активная жизнь», а также проект «Кадры и экономика данных». Еще Владимир Путин добавил, что к 30 году минимальный размер оплаты труда увеличится почти вдвое, до 35 тысяч рублей, а также для граждан появится сберегательный сертификат с более выгодными процентами от вкладов, заработают программы капитального ремонта детских садов, строительства школ, спортивных площадок во всех регионах страны. Сегодня вот как раз провозглашены ряд направлений с конкретными суммами, которые очень важны, в том числе в нашей республике. Это и капитальный ремонт детских садов, строительство новых школ, учреждение программы «Земский работник культуры» именно для дальневосточных регионов, программы развития сельской газификации, социальной газификации. Для нас это очень важно, потому что у нас сейчас, благодаря соглашению с «Газпромом», активно начинается эта программа по новым нашим населенным пунктам Западной Якутии, в Южной Якутии. Конечно же, то, что программа социальной газификации будет распространена на садоводческие товарищества, это имеет большое значение, в том числе, например, для города Якутска. Понравились также и, конечно же, очень важные инициативы в области поддержки муниципалитетов. Уверен, что вот эта реализация всего этого комплекса мероприятий, конечно же, сделают нашу страну еще более мощной, еще более сильной. И самое главное, это будет еще более такое, знаете, повышение качества жизни наших граждан. Во главу политики нашего президента, конечно, поставлена эта семья, благополучие человека, поддержка участников СВО и, конечно, развитие инфраструктуры наших регионов, нашей республики Саха-Якутия. И очень хорошо, что будут продолжены национальные проекты Российской Федерации, выработаны новые национальные проекты. Они, конечно, лягут в основу социального развития нашей республики. И самое хорошее, то, что я отмечаю, что все проекты имеют соответствующее финансирование, источники финансирования, и они полностью финансово-экономически наполнены. Форум женщин Якутии собрал более 400 якутянок-активисток из всех муниципальных образований. Региональное общественное движение «Постоянно действующий открытый форум женщин Якутии» совместно с Союзом женских организаций региона проводит вторую республиканскую конференцию «Съезд форума» в рамках мероприятий Года семьи в России и Года детства в республике. Также были избраны делегаты для участия 5-6 марта на Всероссийском женском форуме «Женщины. Сохраняем традиции. Развиваем Россию». В любую тяжелую ситуацию мы протягиваем друг другу в первую очередь помощь. Поэтому это объединение никогда никого не оставляет в беде. Каждая женщина активная, с активной жизненной позицией, неравнодушная, она всегда может протянуть руку помощи другому человеку, своему соседу, своей подруге. И вот наш второй съезд тоже посвящен реализации национальных проектов у нас в Республике Саха-Якутия.
Владимир Путин утвердил стратегию развития арктической зоны страны и обеспечения национальной безопасности на период до 1935 года. Так, предприятие «Дороги Арктики» пополняется новой техникой. В текущем году приобретено 10 единиц спецтехники, которая будет задействована в этом сезоне. Ежегодно предприятию выделяются средства из Дорожного фонда республики. Финансирование в последние годы растет, благодаря чему обслуживается больше дорог в арктических районах. Так, в 2022 году было выделено более 850 миллионов рублей, а в 2023 году объем средств превысил 1 миллиард. Дороги Арктики обслуживает и эксплуатирует 8170 километров автомобильных дорог в Арктике. Да. Вообще у нас созданы 9 дорожных участков. В сложных участках автомобильных дорог в Арктике обустроены пункты обогрева. Это пункт обогрева вообще из себя представляет на базе 20-тонного контейнера. Она утепленная. В контейнере есть печка, 4 кровати, стол, стулья. Новый аэропортовый комплекс в Мирном готов на 70%. Основные строительные работы на площадке закончат в конце 3-го квартала, а здание аэровокзала сдадут в ноябре-декабре 2024 года. Подробнее о том, что уже поступило в аэропорт, чем уникальные объекты, а также о реконструкции взлетно-посадочной полосы в соседнем аэропорту «Полярный», расскажет Юлия Сундукова. Этот габаритный груз – не стройматериалы, а важная часть современного северного аэропорта – телетрапы. По ним пассажиры проходят из здания аэровокзала сразу в самолет. На днях 2 туннеля доставили на стройплощадку Мирного. Здесь работы не останавливаются ни на день. На всех объектах запустили сети тепло- и электроснабжения. Рабочие монтируют вентиляционные системы и инженерные коммуникации и приступили к чистовой отделке. Некоторые здания готовы на 80%. Например, грузовой терминал и ангарный комплекс. К слову, их проектировщики сделали уникальными, сблокированными. Офисные и ремонтные блоки, помещения для спецтехники, раздевалки сосредоточены в одном здании. Вот здесь будет находиться вся авиакомпания «Алроса», включая ее техническую часть, включая летный состав, включая офисную часть. То есть вся компания в одном здании, включая ангар. Это позволит сократить перемещение персонала в холодное время, в теплое время года. С потеплением подрядчик возобновит работы на топливораздаточном комплексе. Основные строительные работы и благоустройство площадки рабочие должны закончить в конце сентября. А вот здание аэровокзала сдадут в ноябре-декабре. Строители уже одели его в зеркальные витражи по периметру, внутри возвели лестницы, построили перегородки на 1-м этаже и начали на 2-м. Чтобы обеспечить устойчивость всех сооружений на века, в аэропорту применяют еще одну уникальную технологию – термостабилизацию грунтов. Она работает как холодильник, только под землей. Применена она для того, чтобы сохранить вечно мерзлые грунты в мерзлом состоянии. Весь теплый воздух, который находится в грунте, через конденсаторные блоки он выходит на улицу. Соответственно, грунт промораживается, и мы имеем эффект температурной стабилизации грунтов. В целом аэропортовый комплекс готов на 70%. Его ведут в эксплуатацию в 2025 году. Завершение главной стройки десятилетия ждут все жители Алмазного региона. Они уже представляют, какой будет воздушная гавань. Я так думаю, что там эскалаторы, наверное, будут. Скорее всего, уже будет посадка не на улицу в автобус, а скорее всего, как с терминала будет заходить. Ну, это уже большой плюс будет. Ну, для детей, наверное, что-то отдельное, пока ждешь рейса своего, чтобы они отдыхали как-то, что-то там делали. Они так просто сидели рядом с мамой, там уставали. Чтобы время получения багажа не так было долго, чтобы вот это вот помещение именно, где багаж получают, большое было. Вы знаете, я по секрету видела уже это здание аэропорта, поэтому мне, в принципе, все устроило. Очень красивый, современный, большой. А вот удачницы ждут завершения реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта «Полярный» впервые за 50 лет. Работы проводят в рамках нацпроекта «Модернизация транспортной инфраструктуры». В 2023 году строители забетонировали 1550 метров полосы. В августе текущего года планируется завершить реконструкцию. Это оставшиеся 950 метров. Таким образом, обновленная рабочая длина взлетно-посадочной полосы в аэропорту составит 2,5 километра. Безусловно, вопрос развития и реконструкции аэропортов Якутии – это жизненно важный вопрос для нашего населения.
Потерпеть временные неудобства жителям приполярного города осталось последний сезон. На время ремонта взлетно-посадочной полосы авиакомпания «Алроса» снова запустит регулярные рейсы из Удачного в Мирный и обратно, со стыковкой к рейсам в центральные города России. Всего же с 2019 года в Якутии реконструировали 10 аэропортовых комплексов. По федеральному проекту развития региональных аэропортов нацпроекта, который инициировал президент страны Владимир Путин. Юлия Сундукова, Елизавета Седых, Роман Ларин, медиакомпания «Алмазный край». Республиканская больница номер 2 пополнилась новым оборудованием для исследования желудочно-кишечного тракта. В отделении эндоскопии установили новую видеоэндоскопическую систему последнего поколения. С помощью нее проводят исследования желудочно-кишечного тракта, гастроскопию и колоноскопию. Современное оборудование увидела Даяна Федорова. Осматриваем почную кишку, постмолекулярный отдел. И потихоньку на обратном ходу будем смотреть все отделы. Врач-эндоскопист Андрей Филиппов проводит видеогастродуоденоскопию. Пациенту около 80 лет, поступил с диагнозом ишемический инсульт. Исследование проводится с помощью высокотехнологичного оборудования для того, чтобы исключить острые эрозии желудка. У нас видим тут желчь, изменения некоторые. Данную процедуру Андрей Филиппов выполняет быстро, четко и профессионально, так как врачи-эндоскописты Республиканской больницы номер 2 ежедневно выполняют более 30 процедур. Да, на нем легче работать, более уверенно себя чувствуешь, потому что там изображение лучше, освещение лучше, и видишь больше, чем на старом оборудовании. На старом оборудовании у нас разрешение низкое там было, и картинка более смазанная, и на новом оборудовании более детально можно рассмотреть слизистую и клетки. После проведения процедуры детали оборудования проходят тщательную санитарную обработку в специальных растворах. Современный аппарат приобрели в прошлом году на средства больницы. По сравнению с другими годами, за 2023 отделением эндоскопии количество выполненных операций увеличилось втрое. За 2023 год увеличилось почти по сравнению с другими годами 3 раза. В том числе и полипектомия, это доброкачественное образование толстой кишки. Полипы мы удалили за прошлый год, если память не изменяет, где-то около 300. Это очень большая цифра. Также у меня врачи, все, которые работают в нашем отделении, они владеют всеми этими операциями. Возможности современного и мощного оборудования многогранны. С помощью него проводят плановую эндоскопическую помощь, исследования, в том числе в выявлении онкологических заболеваний, а также аппарат помогает в проведении эндоскопических операций. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. Здоровье человека – залог счастливой жизни. В первый весенний день обновленный комплексный терапевтический участок микрорайона Кангаласы распахнул свои двери. Отныне жители будут принимать теплое и просторное здание. Вероника Таюрская пообщалась с пациентами и узнала их мнение о терапевтическом участке. Открытие нового и комфортабельного здания жители ждали давно и дождались. В торжественной обстановке состоялось открытие комплексного терапевтического комплекса в микрорайоне Кангаласы. Все присутствующие выразили свой восторг и теплые пожелания в адрес медицинского персонала. В больницу, конечно, мы очень рады от всего и от родственников, от своего коллектива, и от этого поселка. Мы все довольны, что такая у нас сейчас появилась больница. Это раз. Нравится мне этот терапевт. Мы все очень довольны, что у нас такая больница открылась. Наконец. А то была очень плохая там больница. Тесно было там. Плохо туда было ходить. Нравится новая больница. Чисто, хорошо. Самое главное – тепло. Нашим докторам хорошо здесь работать. Докторов любим, уважаем и желаем, чтобы хорошо все было. Дали временное помещение, давали, мы ходили туда. Но здесь-то, конечно, сейчас не сравнить, как было. Отныне жители смогут посетить терапевта и педиатра, а также при необходимости сдать анализы и воспользоваться дневным стационаром в просторном и теплом здании. Для женщин в комплексе располагается гинекологический кабинет. Помимо этого, несколько раз в месяц в микрорайон будут приезжать врачи узких специальностей.
Но сами врачи отметили, что в нынешних условиях работать стало лучше и комфортнее. Здесь по графику приезжают врачи-специалисты, врач-офтальмолог, врач-невролог, врач-акушер-гинеколог, врач-педиатр 2 раза в неделю приезжает, идет забор анализов, стационар, дневной стационар работает для оказания медицинской помощи взрослому населению. Нынешнее здание комплексного терапевтического участка расположено по соседству со старым. Министр здравоохранения Лена Афанасьева поделилась воспоминаниями о старом здании 1989 года постройки, которое получило сильный снос и было негодно к дальнейшей эксплуатации. Рядом, по соседству здания, в котором оказывалась медицинская помощь. Но, к сожалению, со временем так получилось, что все-таки те условия, в которых находилась медицина в Кангаласах, она, собственно, со временем как-то перестала удовлетворять тем потребностям, которые, в общем-то, необходимы. Теперь жители микрорайона Кангаласы могут получать медицинскую помощь в комфортабельных условиях. В скором времени в комплексном терапевтическом участке откроется аптека. Вероника Тверская, Григорий Хлопков, Кангаласы. С января этого года вступил в силу федеральный закон о занятости населения в Российской Федерации, в статьи которого вошел ряд изменений для работодателей. Так, работодатель обязан исключительно через информационные ресурсы на единой цифровой платформе «Работа России» ставить в известность службу занятости о любых действиях и событиях, которые влияют на рынок труда, а также сведения о рабочих местах для граждан с инвалидностью и о появлении вакансий. На сегодняшний день в базе вакансий по Нерюнгринскому району 110 работодателей заявили о потребности на 1900 рабочих мест. 70% всех вакансий для замещения рабочих профессий. В целях снижения дефицита кадров мы, кадровый центр Нерюнгринского района, совместно с работодателями разрабатываем программы и различные методы для привлечения работников. Это проведение профориентационных мероприятий для учащихся школ, профессиональных организаций, организация профессиональных туров на промышленные предприятия района, проведение ярмарок вакансий. Профессиональная психологическая помощь и поддержка участникам СВО и членам их семей продолжается в полном объеме. За февраль отработано более 2000 новых и повторных обращений, проведено более 2500 индивидуальных и групповых работ. Это и экстренная профессиональная помощь вернувшимся сразу с боя, и работа с ранними проявлениями боевого стресса, и непосредственно само психологическое сопровождение, исходя из индивидуального состояния человека. Данная работа ведется поручением главы Якутии Айсена Николаева под личной координацией заместителя председателя правительства Якутии Ольги Балабкиной. Прием бесплатный и конфиденциальный, сопровождение длится до устойчивого улучшения самочувствия. Поясним, с посттравматическими состояниями сталкиваются обычные люди и в других ситуациях, таких как катастрофы, насилие, утраты, расставания и многие другие неожиданные ситуации. Расстройство же – это уже зона комплексных медицинских квалификаций, и при выявлении расстройства мы можем рекомендовать клиенту обратиться к психиатру или неврологу. По всем этим и многим вопросам можно обращаться в штатном режиме в Республиканский психологический центр. Пусть у бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции, будет чуть больше дома. Эта идея педагогов Алданского центра доп. Образования стала ключевой в организации конкурса по изготовлению книжек-малышек среди детских садов и школ. Книжки будут переданы военнослужащим. С авторскими шедеврами ознакомились наши корреспонденты. Строки стихотворений и песен, рассказы, сказки с иллюстрациями и, конечно, пожелание поскорее вернуться домой. Каждая из 119 книжек словно пронизана искренним участием и безмерным уважением. Издания, выполненные руками детей и подростков, будут переданы бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции. Очень разные книжки. Есть книжки с рецептами, есть сказки, есть какие-то просто пожелания, есть с картинками, есть пластилиновые. Ну, то есть вот ребята постарались, конечно, от души. И в каждой книжке, какую бы ты ни открыл, везде чувствуется душа. Издание небольшого формата юные алданцы представили на районный конкурс, объявленный педагогами Алданского центра дополнительного образования. Импульсом к идее проведения конкурса стала одна из встреч школьников с участником специальной военной операции. Вот у участника СВО с собой были письма, он их показал ребятам и поделился такой мыслью, что почему они носят эти письма всегда с собой, никогда их не оставляют, потому что эти письма пахнут домом.
Маргарита Тарасова – автор одной из книжек малышек. Работая над изданием карманного формата, школьница представляла, как эту или подобную брошюру будет листать ее дядя, находящийся в зоне СВО. Я делала ее для всех героев. Хочу, чтобы все ее просмотрели. Хочу, чтобы посмотрел мой дядя. И я хотела пожелать всего самого доброго. Я ставила даже место для личных записей, чтобы они записывали номера телефонов всякие важные. В конкурсе книжек малышек приняли участие коллективы 18 детских садов и школ. Каждая книжица выполнялась по индивидуальной технологии. Юные авторы шедевров продемонстрировали удивительное мастерство и фантазию. Когда мы начали их просматривать, читать, и просто невозможно сдержать слез. Перехватывает горло, дыхание, и все время мы поражаемся, что уже, как бы казалось, нечему удивиться, но все время удивляют. Конкурс завершился. Между тем, педагоги Алданского центра дополнительного образования убеждены, акции по изготовлению книжек малышек станут традиционными. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В Якутске стартовали традиционные первенства и чемпионат Дальнего Востока по кикбоксингу. Уже много лет подряд эти соревнования посвящены памяти первого чемпиона мира по кикбоксингу из СССР Александра Иванова. В первенстве и чемпионате принимают участие более 120 спортсменов из 6 регионов Дальнего Востока, в том числе команды Сахалина и Камчатки. Подробности в следующем сюжете. Кикбоксинг – один из самых популярных видов спорта в нашей республике. В 90-е секции кикбоксинга открывались практически в каждом районе. И во многом на выбор вида спорта повлиял пример Александра Иванова, который первый из Советского Союза сумел завоевать титул чемпиона мира. И в память об Александре Иванове ежегодно в Якутске проходит первенство и чемпионат Дальнего Востока по кикбоксингу. Год проводим чемпионат и первенство, потому что не разделяем. На этой соревновании участвуют и взрослые, юниоры и юноши. Но знаменатель тем, что очень ответственное соревнование. Среди юношей 14-15 лет будут проходить отбор на 8-летние игры, спортивные игры «Дети Азии». Дальневосточный федеральный округ команда и команда Республики Саха-Якутия. В этом году кикбоксинг впервые включен в программу игр. И тем ответственнее попадание в сборную. Но якутская школа кикбоксинга широко известна и в России, и в мире. Поэтому в федерации уверены, якутские спортсмены смогут дать достойный бой. Отличительная черта, она есть у любого региона, поскольку тренеры тренируют своих спортсменов, то есть есть какие-то характерные удары, характерные техники и так далее. Конечно, Якутия отличается. Якутские спортсмены достаточно сильные. Всегда на таких массовых турнирах, которые там проходят по России, якутских спортсменов можно отличить по их технике. Достаточно интересные бои всегда показывают, и с интересом всегда за ними наблюдаем. Более 120 бойцов в эти дни выйдут в ринг спортивного комплекса «Дахсун», где пройдут жаркие и зрелищные бои. А лучшие из лучших уже летом выйдут против сильнейших юных кикбоксеров со всего азиатского континента. Александр Хавренко, Семен Семенов, Якутск. Жители страны, чей трудовой график составляет 5 на 2, на следующей неделе будут работать 4 дня с понедельника по четверг. В Роструде напомнили о короткой рабочей неделе в связи с Международным женским днем 8 марта. Международный женский день приходится на пятницу, поэтому те, кто трудится в режиме 5-дневной рабочей недели, отдохнут 3 дня в пятницу, субботу и воскресенье. После 8 марта длинные выходные будут в связи с майскими праздниками с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.